Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя». В студии Асхаб Зазалаев, и в начале выпуска коротко о главном. Рамзан Хаджи Кадыров выдвинулся на выборы главы республики. Удостоверение кандидата от «Единой России» ему вручили в избиркоме. Кто повлиял на его решение и с кем перед этим советовался руководитель региона, расскажем в нашем сюжете. В России зафиксирован новый суточный антирекорд по количеству смертей от COVID-19. Ситуацию в регионе обсудили на совещании оперативного штаба. Озвучим последние данные о новых заболевших, выздоровевших и ходе вакцинации в Чеченской Республике. Памяти Ахмата Хаджи, воспоминания соратников и последователей пути первого президента, а еще интересные факты из жизни и деятельности чеченского лидера. Секретарь Совета Европы лорд Джад на тот период был удивленно смотрел, он буквально затаив дыхание, слушал этого человека. Миллионы семей в стране получили президентские выплаты на школьников. Сколько стоит собрать ребенка в школу? Отправившись по следам родителей и школьников в магазины и на центральный рынок. Итоговый ценник соберем прямо сейчас. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата. Да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Адам Шахидов. Хорошо. Карл Мелдолу, война, дагдо очтекуду, дели альшно саллаллаху алейхи вассалям, харбусуб дин бахандол шедигаса, акаши асхабашса, сувайдух хагд хилдошдолу, قدوق إز قيت شرح مجأو بالنش لينا سار وتسيلح يوشيوش يش مكي شوح ديليوش عليه الصلاة والسلام شي دين ليلوه سار ويت سويتش شي أصحابش سار حيز بيش أقا مدينة سار هجرة دلي حلخ حبشوي إثيوبيا مك شوز هجرة تيت نسوه تابولش أصحابش كحد عدولوه От Эфиопии хабашой махках наджаши бош пачавушун нису яш пачавушун изе чурмахках тханни ден деш зулум дахчун маршу ишун сигах ал маршу алейх нахпаях мару саллаллаху алейхи вассалям ибедги أصحاب شلت بن دعبيخشي الدين علي الوقدع تكر مواسر سير داخرا ويلين قرآن وبيمر سنة إسلام دين عدالش داخر كور تحليرين دوق أدمي داخر تسخلش دين علي الوقت По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. Рамзан Хаджи Кадыров зарегистрирован кандидатом на выборы главы Чеченской Республики. Удостоверение кандидата ему вручил председатель комиссии Умар Байханов. Действующий руководитель региона представил для регистрации 187 листов поддержки кандидата, 24 из них с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований. Рамзан Хаджи рассказал о том, кто повлиял на его окончательное решение выдвинуть свою кандидатуру и политической программе в случае победы команды Кадырова на предстоящих выборах. Сюжет Хеды Саламовой. Позвольте мне вручить вам удостоверение кандидата. Рамзан Хаджи Кадыров получил удостоверение из рук председателя избиркома Умара Байханова. Теперь он официально кандидат на пост главы Чеченской Республики. Есть контингент, который говорят, что здесь нет демократии, здесь нет свободы слова. Поэтому я настоял на том, чтобы выборы были открытыми, чтобы народ сам определил свою судьбу. Я благодарен тем, кто меня поддержали и дали возможность открыто проголосовать за тех или иных кандидатов. Это кандидаты депутаты Государственной Думы, муниципальное образование, парламент наш. Рамзан Хаджи Кадыров подал документы о выдвижении своей кандидатуры 6 июля. Накануне избирательная комиссия приняла единогласное решение о регистрации. Голосование на выборах депутатов парламента Чеченской Республики 5-го созыва. Прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, нет. Спустя 14 лет руководства Рамзан Хаджи Кадыров решил уйти в отставку, но после рекомендаций главы государства и напутствия матери все-таки выдвинул свою кандидатуру. Я только с мамой разговаривал. Моя мама сказала, сегодня от тебя есть польза для народа, ты не должен сидеть дома, ты должен служить дальше. И вы видели, как проходил съезд и как президент поддержал нас, нашей великой родины, и как единая Россия
так скажем, определили своего кандидата. И нам остается только служить и еще раз служить. Помимо Рамзана Хаджи Кадырова, на выборах главы планирует участвовать депутат парламента Халид Накаев от партии КПРФ и заместитель главы администрации руководителя региона Иса Хаджи Мурадов от «Справедливой России». Сегодня мы регистрируем только Кадыров Рамзан Ахматович, а два кандидата на ближайшее время будут рассмотрены соблюдение требований законодательства, и если все требования законодательства будут соблюдены, они будут зарегистрированы. В единый день голосования 19 сентября также будут выбирать депутатов чеченского парламента и муниципального уровня. Для этого в республике образовано 495 избирательных участков. Все они будут оборудованы средствами индивидуальной защиты от COVID-19. Ислам Ершов, Хайда Саламова, Имран Абазаев и Аслан Висхаев. Неделя. В Грозном прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Количество зараженных COVID-19 в стране растет, а вместе с тем участились и летальные исходы. Рамзан Хаджи Кадыров призвал жителей задуматься о своем здоровье и всерьез отнестись к мерам безопасности. Соблюдение масочного режима, социальной дистанции и своевременно сделанная прививка. Выполнение данных рекомендаций существенно снизит риск заболевания и опасного протекания болезни. Какие еще вопросы обсудили на заседании, расскажет Шамил Арсамбиев. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России – повод усилить меры защиты, говорит Рамзан Хаджи Кадыров, начиная совещание с оперштабом. Новый штамм более опасен и летальность от него в разы выше. Однако вакцинация способна исправить ситуацию, отмечает глава республики. До сих пор находятся люди, которые не только сами не верят в эффективность вакцинации, но и вводят в заблуждение других. Вопрос распространения коронавирусной инфекции актуален. Россия дона, цацебель чулдон, духнах белла дон талан дон, еще лоял штам дон, цу сихта гуира уэн дон, и вакцинации дон, и вакцинич дона, цундля дона, еще определенный дон, первая вакцина, вторая дон, еще ханлерцич дона, еще улолелч дона. Из заразиться дона, вероятность уктонцем специалист хабар дона, отсюда выдолжах ситуации дона, инцидент дона, ачтолой бош дона, ашнях дона, но галцеолш дона, хайоши дела дона, вы мерч принимаете еще куда сон, вейг дона, минздрав дона, требования России дона, Роспотребнадзору дона, еще требования швен гушу дона, так вы требования гушу шня дона, вы максимально дона, خلاص بتكروش دونه حدا يرجع دوي دون دلع دونه صدلهم شدونه سرنا إيلش تعبوا ليرش برشكل دون دقة هنسي وكسين دونه إزير دونه بايدي عدات بوش نخل دون سنة دون ظلم دور دير دو بوش نخل دون بايدي عيوتي مو يستغل دون ظلم دير دوي دون إذا جيت نيات بوش صلاة لا ظلم مش دير دوي سنة مو خادي سان دون انت اذا شي دينايات سنه بايد بات بوش ايدويش بو يو سنه شجا دالش خندك اتان سودي دك دون فاكتني گوش دوش نادون داج دون is virus catchy دون انديسكي شتام او virus catchy دون تو تقولوي شول دون تن بارامتر سي دون ولوي شول تك تو قال رواق شول دون وداجي تن دون خلي شول دون ونادن شتور منادن بوش شي يوتشل هم دون اش برجاني يلا لوكش دونه انا ليش دونه سو دخلت الباندوش طلعت الباندوش انت تلاش وربات من دول باقي الباندوش يدقوا ان فاكشن كنت تجول ناخ دون داج وشوز اصلا دوك سيت سخلك دونه وتابع بلنيش ارو لك دونه اتسند دونه ير دون تانا فاكسيناسي دونه ير دونه سيك خاتش دونه هورتغا يتي يشو دون обязательно يشو دون سوشال دون С первых же дней в республике функционирует оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавируса. Своевременно принимаются меры для безопасности населения. Сейчас проблема лишь в нежелании некоторых людей пройти вакцинацию, говорит Рамзан Хаджи Кадыров. Изначально оперативный штаб оперативный штаб массати координации взаимодействия мер, что он принимает еще группы связи адушады регион босудо хрусталом сразу идон хушду войца проблема я сказать регион хушду идон кислород запас кислорода дон запас лекарства дон коек мест дон
ويتعاود الحمد لله دون بروبليمات بروبليم هو دون نح شباب أنا شيء يشل وقت سنتيتر إي بروبليم كوي دون هنس دون وين نورم دون ويبلنتنا وين دون سودا هنس защищать больше рисовок, не, 90% дон езжай дон. Ну, сег асбода дон. Цает собачий тон, when хагуш тот сюрци дона, что выступление руководителя Приштаба и дон министра тоже дон скажет по этому поводу дон. Факт дон единственное спасение дон, вот, это вакцина дон. Общей информацией о ситуации с коронавирусом поделился заместитель председателя правительства, руководитель оперштаба Вахид Усмаев. С 29 января 2020 года выявлено 17 509 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 385 случаев летального исхода. За истечные сутки 7 случаев летального исхода. С начала этого месяца, с 1 по 11 число от ковида у нас умерло в республике 76 человек. Август Бахтадон. Выписано в связи с выздоровлением 13 700 человек. За истекшие сутки получены положительные результаты от 145 человек, из них 91 госпитализированы, остальные на амбулаторном лечении дома находятся. Сегодня всего развернуто коек-мест медицинской организации 1305, свободных коек 367, то есть 27%. На госпитализации у нас 938 человек. И на амбулаторном лечении 491. Беречь здоровье нужно даже после вакцинации, говорит руководитель региона. Антитела вырабатываются только в течение 1,5 месяцев после прививки. Поэтому можно легко заболеть. Рекомендациями врачей пренебрегать не стоит. Больницы качественные, горы на проверке ездят. Случаи правил соблюдать и не дон. Именно требования моей дон после вакцины дон около хрена дон ларол виз после второй вакцины около хрена ларол виз ларол виз дон. Так антителашен дон. Гуч доулет дон. Сон мичхена он может заразиться дес дон. Сон девой худ дон. Магату дон. Ваяда хоча болчара магату дон. Дабел хей дон. Шашил хиш мосома грипп пилчун вулкану ол там говорил что волил. С вакциной не было что. И антитела что вырабатывает доллар уже наоборот и слабо ударская. Он может быстро заразиться, чем до вакцины антитела что вырабатывает инзал что. Сюда есть надо шмух каче больницы что так лерлуш буй баци худу милду полностью для себя даже информации Министр здравоохранения рассказал о ситуации в больницах. Что касается непосредственно наших медицинских учреждений, то есть и запасы кислорода, и лекарственных препаратов. Медики имеют уже опыт лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Поэтому таких проблем в самих учреждениях нет. Надеемся, что в ближайшее время произойдет снижение количества поступающих пациентов. Рамзан Хаджикадыров напоминает, что безопасность вакцины доказана многочисленными исследованиями. Прививка готовит организм к возможной болезни, поэтому даже заразившись, она протекает в легкой форме. Любой спортсмен, تملج أو تكنيكال جي تنونوس لوستغلجي تون بولس حريالج تون أتا يكن تون شو عشان بولس حريالجي دون تون أورجانيزم يغني متيالو تصحى نو حالي أقشخلج بولس حالي أقشخلجي أورجانيزم داسيخ دون تون شيء شو زدات شيء دون تون شيء ملش دون شيء تعمل وتاع شيء من وتاع شيء وهاي عليه شو البولس وهاي ولدس دون أنا ترى روان تصحلجي إذا واحد سيقول إنسان دون الوقتين خلجي وجه أورجانيزم وجه دون خش وده ديز دون سن ملوش عزدات شخيتو يز دون أورجانيزم خش وجه بريد دون يدون في كورسي يوح أورجانيزم دون يتسمجر دون سن ده لوك فورمي عطى بريبالتيش دون سو ووري سن سيجنال شو دون. Затронул глава республики и тех, кто просто купил справку о вакцинации за пределами региона. Они обманывают сами себя, говорит Рамзан Хаджикадыров, и ставят под опасность свою жизнь и жизнь родных.
руководитель секторов, МВД, духовенство, я видел, snahan horma донести и додиез ша вакцин яцеюч справка якан ашфолтаг ямарт гудастан иши дюзан ямарту ишин ямарту ве нохчик оман ямарту вау призом дел справка яцтан аскеч региона яйтна аскеч мета яйтна асбош дона ша ве ядом чвот ша ява قناتون شعبلني تيقع شعبلت الوعي لندون ماسكاوي لندون شعليش بوش محيوش شع ما ولد بوش محيوش شع دون دقة دي زد دون شع دون إيه هناك شاوي دون ويدات سدون ويدون خل يلعر دقيقة شو ده داستان تو وين دي هما بوش مدات وين بلرلوش داستان أناليز كروي دات يدون شوق عروق دعوق سعوق ناهي دوش لرلوش بعنش مريل دون وتساق بعنش يلدي بوش داستان ويشوش وينايوش دون ويتانجي ديت سبوه ويتشعبوشك يتنايوش يتات سبوه نكسن تفاكت الحديث دون هذا فاكت على دون استعمل على تخينان دون دحريت نقص دون سون تخينان دخدي شو ما داس دون استن دون إذا شيتين دون يمك سالتون يدرس تون ين دون ويتعشوا تعبوت خندايل شوزلو يتنا تون دون شوز بودو استون شی دان یه شوز دان تو به ما تو شده یخت شده در جو دان شما تو وقت نسون دان الحمدلله دال هستم بود موج شو تعامل و الله تعالى گریپ سقیت تعامل سقیت دان да мосудан мокшалитор дон да диабет кивел. Завершая встречу, Рамзан Хаджикадыров еще раз напомнил о том, что вакцинация – главное оружие против COVID-19. В республике работает 41 пункт вакцинации. Привито больше 611 тысяч человек. Система здравоохранения полностью справляется с ситуацией. Изабелла Хамурадова, Шамил Арсамбиев, Ислам Али Султанов. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Развитию олимпийских видов спорта в республике будет уделяться особое внимание. Этой теме было посвящено совещание главы региона со спортивными функционерами. Рамзан Хаджикадыров призвал поменять подход к работе тренеров и спортсменов и сделать все, чтобы поднять уровень олимпийской подготовки. Здесь же он представил нового министра Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Им стал Турпал Али Ибрагимов. Подробнее в следующем материале. Это большое совещание главы республики всецело посвящено спорту в регионе, особенно развитию олимпийских дисциплин. Рамзан Хаджикадыров в первую очередь поздравил членов сборной России и болельщиков с хорошим выступлением в Токио. Однако, отмечает руководитель региона, есть куда расти. Здесь он представил нового министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Турпал Али Ибрагимова. На него возложены большие задачи. По всем видам олимпийским играм дон кичмаш бештер дон дакачиг олимпиаде по шим дон бронза дакнан ну из показателей но все-таки в общем дон шарик дон российский спортсмен шарик дон балетный поздравляет балет он дон Россия 5-й медаль дон 20 дон золотых медалей дон ваймага дон политический дон як давк шошня дон все равно дон выход из этой ситуации дон Дик показатели, что у вас соседний регион, братский регион, Дагестан, Ингушетия, Осетия, Дон, Цара, Дон, дик показатели, что это Дон, да, диабет, кивел, Дон, та, что анка, значит, Дон, что махар, Дон, кель министр, Дон, Турвалай, Дон, Билговяк, Дон, да, это был, вы, общий, Дон, халячи, инц анализ, Дон, вейсен, Дон, ахч, дух спорта цар регионят, вейсан бюджетный, не бюджетный средства халячного. Ну, показатель шестного. Значит, дело не в деньгах. Из дона патриотизм, любовь к своей работе, спорте, дон, тренер, директора спортивных школ, федерации, больше полнаха, ема езер внимание цер хиетсун. В каком положении находится спортивная составляющая республики, рассказал в своем отчете новый министр Турпал Али Ибрагимов.
Министерство финансирует 9 спортивных федераций на общую сумму 896 миллионов. Отсюда справка в разрезе Кичулшевой. В настоящее время в Чеченской Республике функционирует 37 аккредитованных спортивных федераций, которые взаимодействуют с Минспортом Чеченской Республики в целом развитии соответствующих видов спорта, в том числе за счет привлечения внебюджетных источников финансирования. Справка отдельно Елшуновича. В рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» строятся 3 спортивных объекта на общую сумму 758 миллионов. Проведен капитальный ремонт 11 спортивных объектов на общую сумму 67 миллионов. Приобретено спортивное оборудование на сумму 40 миллионов. В сфере молодежной политики на 2021 год запланировано 1245 мероприятий. В сфере молодежной политики за отчетный период проведено 658 мероприятий с участием 52 736 человек. В тесном взаимодействии находится 18 молодежно-общественных организаций Чеченской Республики, в которых состоят 4597 активистов. В рамках реализации единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики, утвержденной главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым от 14.02.13 года. За отчетный период в городах и районах республики проведено 861 воспитательных мероприятий с охватом более 27 тысяч спортсменов. В Чеченской Республике есть все условия для тренировок и спаррингов, говорит Рамзан Хаджи Кадыров. Необходимо привлекать специалистов и в корне менять подход. Только постоянным трудом можно добиться хороших результатов. Основной упор впредь будет на олимпийские виды спорта. Niet voor Engels en share dan, любой метод, да хоть он 40-50 минут, да хоть любой метод, да сон, да вот чанд, хавич чанд, мосо авою, залю, хабали чандон, хабак леч dan, спортсмен, бу хабак выдолжа, 6 бор, 6 выйчатин dan, взаимодействие, тренировать бу бахлеш. وين زبالي سمو ذاكر عما اشتون عند Европе, да بغيت لا ده сон, да что بغيت شوين تبعش موخد, تاع كيت سولي وين ده сон, من بول دانا ديك مناش بو وبناش بو но общем дана показатель загалч вайрез датсан дастан. Работать над развитием олимпийских видов спорта должны все, отмечает руководитель региона. В первую очередь нужно проанализировать существующие проблемы и строже отнестись к расходованию выделяемых на спорт финансов, чтобы они приносили результаты. Министр спорта вон поделам был и все до что мы مثلا ودي دون احنس وهي مو заинтересован сон о масидина ордина وش دون بيش عشو ده сон хан спорт он يز спортсмен بيز بوش حبي مو سو جزت هنس دون بكزات ديس ده хан спорт يزي хан وي دون عمل حاش دون وي спорт يقيت يزدكت الدودشن شحنس دون مو ميغلغيتا دق ايك ديزا متش على بو مت الك مت تطاغت دون بوا دور دون يعني يحش دور دون لتا دور دون سبارينج بارتنر دور دون لبو ما الك مت دا دور داغتردو نو زابش دون تانجي يتشي دون ديخدات وجه دون ويدون 500 مليون دولار 512 مليون دولار ويهوش دون ويدلتين بيجيتي ريدستان احشتا ويدلتين داتس لا سبورت دون انا سام ديلي دون حوسيز ويدستان да зарплачу وجا олдастан насколько зарплачу соответствует что насколько мертвый душ что насколько дон сега больше полштатной единицы дон мою даязмный специалист бывает дон да поверхностная очень дон администрации все без мелвек чавик аравек дон проверкаем дон хор районе тол хал хор спортшкола дол хал дон полностью дон он углубленно дон мосу ситуации дон нот якача чува дон из халавави фон одастан вот считай что мы заново начинаем развитие спорта строительство дон спортивного направления да сказать считай там и да Рамзан Ахматович да рейс халуграл артишем балан да мула дебюси доч ой да лазват кабулдуэл ама ажини акави гордон ой да мула мелл спортшкол чолчак вермус хор спортсмен контроль ходон
кровь из носа, такой олимпийский вид, внимание, что там было. Председатель правительства Муслим Хучиев отмечает, инфраструктура для развития спорта создана на высочайшем уровне. Климат республики благоприятный и есть все возможности для разных видов тренировок. Спортивная инфраструктура полностью на 5 с плюсом. Пятибалльный оцените на 5 плюс мюршевый. Это что такое? Амбар не, что климат, элементарно хаяч. Пискищи за пискищу, равнение, хишту, горно, высокогорно, ищу. Вот все климатические условия для занятий спортом. Спорт инвентарь, угорю божен фирме инвентарию, объект, ищу. Действительно, федерация был тренер, вот действительно цель уровня, цель подходы, может, гегемонию, цель латварсига, он дальше. Я хозяин, мой тренер. Может быть, действительно выгоднее, чем вывозить почитатель и нагасан федерация вывозить лошух. Пусть он защищает бюджет, мой он защищает. И пусть обосновывает, защищает цигами и условия, куда я лурил шеяцель, обосновать и нагасан. Да, тогда он выезжает на сборы. Если нет, цигавал тренер больше будет шарухас, в любом случае будет. Он даже из-за объекта куда мы. Вот этот тренер 2 раза переплатить, действительно, амбар, охват харю цига. И подход более серьезных рюкзика к этому вопросу. Муслим требует, да, он давайтен ол шитаг возик, он вот ахкенеш амру зал чада, скажем, тренер надо он, он шабеш вот блок будет, будет он цена да он мастер-класс будет, он шабеш вот блок амбор будет, он больше пользы будет, он любой Америки воит, он кайча воит, он сборка воит, он хабат шимбат, сигалату, он так садаглату, а те тренеры, он чуть уйшел, он шикона ос хавали, чит, он хукзалча, во время тренировки, он намного больше пользы, да, объектки вы. В Чеченской Республике 74 спортивных учреждения, связанных с Министерством спорта. В них работают почти 1800 тренеров. Число спортсменов больше 93 тысяч. Среди них и кандидаты в мастера спорта России и обладатели этого титула международного класса. Теперь же предстоит поменять подход и большую часть усилий направить на подготовку спортсменов, которые принесли бы стране золотые медали на Олимпиадах. Шамиль Арсанбиев, Шейх Угурчиев, Магомед Бачаев, Аслан Вискаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В преддверии 70-й годовщины со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова мы запускаем цикл сюжетов о жизни и деятельности первого президента Чеченской Республики. Его друзья, бывшие коллеги и те, в кого он вселил надежду на будущее, поделятся своими воспоминаниями о первом лидере чеченского народа. Среди них люди самых разных призваний, но всех объединяет один путь – путь созидания и развития, путь Ахмата Хаджи Кадырова. Слово Хайди Саламовой. – 2003 год. Грозный, самый разрушенный город на земле со времен Второй мировой войны. Заключение комиссии ООН. Быть или не быть чеченской столице? Судьба некогда самого цветущего города на Северном Кавказе решается на самом высоком уровне. В настоящий момент бывшая столица Чечни, Грозный, практически полностью разрушена. В Гудермесе же есть в наличии связь, инфраструктура, транспортные развязки. С точки зрения управления, Гудермес наиболее подходит в качестве столицы. Комиссия оценит нынешнее состояние Грозного и примет конкретные решения. Либо оставить столицу на старом месте, либо перенести ее в Гудермес или в Аргун. Столица Чечни должна быть перенесена на новое место. Вкладывать деньги в восстановление города бесперспективно. Брать ответственность за будущее Грозного, о котором мы поговорим чуть позже, за чеченский народ и мир на многострадальной земле, когда вокруг царил хаос, а вся республика лежала в руинах, никто не решался. Собственно, и сам народ, переживший все ужасы войны, не был готов следовать за кем-то. Я низко преклоняюсь перед своим народом и могу здесь ответственно сказать, я все сделаю, чтобы обезопасить этот народ, первое, и чтобы его объединить. Находясь на самом краю пропасти, люди увидели в личности Ахмата Хаджи и его заявлениях надежду и поверили ему. Мы все с вами знаем, что настолько это самое сложно и тяжело было объединить наш народ, который никому уже не верил. Но за ним была правда, и он умел убеждать людей. И когда с ним когда он разговаривал с людьми, люди к нему тянулись, потому что он говорил все от души и говорил правду.
Руслан Алханов – один из тех, про кого говорят в команде с первых дней. С первых дней Ахмата Хаджи на политической арене. Он сопровождал его повсюду, когда многие боялись лишний раз выйти на улицу. Верил, что закон и порядок скоро наступят, и не боялся ради этого пожертвовать собой. Как и тот, кто выступил с этой целью против международного терроризма, а вскоре стал признанным лидером чеченского народа. У него была позиция стоять до конца за чеченский народ. Поэтому президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин увидел в нем настоящего воина, настоящего патриота своей республики и поддержал Ахмада Ахмедовича Кадырова. Когда регион оказался вне правового поля, иметь с ним дело было слишком рискованно. Именно в это время главные качества Ахмата Хаджи, волю и мужество оценили в политических кругах на высшем уровне, как в России, так и за рубежом. 2-3 заседания Совета Европы проходило под нашим общим присутствием, и руководителем делегации был Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров. Буквально зал удивленно смотрел на него. Казалось бы, в попахе громадный человек, крупный, сильный мужчина. Все знали о нем, что он получил духовное образование, набожный человек, глубоко верующий. Вот на тебе в мировой политике буквально такие доводы, такие объяснения, такие, скажем, убедительные речи, что секретарь Совета Европы лорд Джад на тот период был, удивленно смотрел, он буквально, затаив дыхание, слушал этого человека, и у него не было аргументов против выступления Ахмада Хаджи Абдулхамидовича Кадырова. Пока в Совете Европы удивлялись неординарной личности и смелым заявлениям Ахмада Хаджи, он был занят тем, чтобы наладить работу органов власти и быт рядовых жителей республики. Одно из первых решений – восстановить чеченскую столицу на прежнем месте, то, во что многие не верили. Город Грозный должен быть на историческом месте, и мы отстроим город, и город будет там же, где исторически он существовал. То, что в 2000 году подобрали один из объектов в Грозном, и правительство вернулось город Грозный из Гудермеса, это тоже был один из важных моментов, потому что людям ехать в Гудермес в разных районах республики было очень тяжело. Где же ветер рождается? И здесь мы ждем ответа с высоких гор Кавказа. На сцене чеченский след Грозный. Чеченцы и юмор на Первом канале. Когда в эфире федерального канала впервые за многие годы о чеченцах заговорили не как о боевиках или экстремистах, удивлению многих не было предела. Ислам Амерков был капитаном команды КВН, получившей название «Чеченский след». Искрометный юмор молодых ребят оценил и Ахмад Хаджи, а еще увидел в этих юношах особую миссию. Наш первый президент Ахмад Хаджи Кадыров, он сразу нас поддержал, сразу нас пригласил, и при разговоре с ним, то есть мы, выслушая его, поняли, что мы, оказывается, не просто КВНщики, мы еще и совершаем какой-то поступок. И он нам сказал, что в наше время улыбаться и заставить людей улыбаться – это реально геройский поступок. Улыбки на лицах людей стали появляться чаще. Народ, воодушевленный строительством мирной жизни, видел перед собой настоящего лидера и последовал за ним. Когда он написал Конституцию Чеченской Республики, проект Конституции, там в начале вы, наверное, читаете, беря на себя ответственность за прошлое, настоящее и будущее своего народа. Вот так вот серьезно, масштабно мыслящим был человеком. Ахмаду Хаджи было не просто еще из-за того, что он был непримиримым противником чуждых идеологий. Республику насаждали бандформирования, для которых религия стала инструментом достижения корыстных целей, нежели основой для строительства мирного будущего. Обладая глубокими религиозными знаниями и мужеством, чтобы противостоять эмиссарам террористических организаций, он стал для них главным врагом. Как духовный религиозный лидер чеченского народа, он все прекрасно понимал. Понимал степень ответственности, степень угрозы, которая есть и существовала.
на тот период, потому что очень огромная охота была на него. Потому что он был им неугоден, человек, который говорил правду, за которым народ пошел. Я 100% уверенно говорю, потому что я в повседневной политике на тот период участвовал, был практически каждый день рядом, потому что у нас шел процесс подготовки проведения референдума, подготовка проекта Конституции Чеченской Республики. И вот каждый день мы встречались, и я находился рядом. Поэтому я твердо, уверенно могу сказать, что вся политика была направлена на стабилизацию обстановки и в Российской Федерации, потому что без этой обстановки невозможно было навести порядок в самой Чеченской Республике. О мужестве Ахмата Хаджи знали далеко за пределами республики. Главы ближневосточных государств принимали его на равных. Самый главный почалх йолшол. Так, шихарам йолшол. Саудовский арави корольна фермаса принцна войш гергалу долшвар. Дünyanın massa arbi paçalıqşqa. Bu sulbna bolçağa yok avtoritet yolşvar Ahmet. Tak Ahmet Hajdal gazvat qabul dötün. Lara riz. Так царь откр еще будучи муфти волш. Так саудовский король Сегодня Чеченская Республика в числе самых динамично развивающихся регионов страны. Из руин восстал и Грозный, в который едут тысячи туристов. Вряд ли в это мог кто-то поверить 20 лет назад. Но Ахмату Хаджи удалось убедить народ и положить начало строительству новой мирной жизни. Изабелла Хамурадова, Моусар Даудова и Ислам Али Султанов. Неделя. В Грозном состоялось открытие коранического центра Аль-Джазари. В нем будут обучать чтению Корана и преподаванию. Объект рассчитан на 100 посадочных мест. Мужские и женские классы расположены на разных этажах. Обучение будет проходить в 3 смены. Всего 5 преподавателей, среди которых наш коллега Ахмед Аюбов. Прием студентов уже начался. Абдулла Батаев продолжит тему. Открытие коранического центра началось с чтения сур из священного Корана. На мероприятии присутствует муфти Чеченской Республики Саалах Хаджи Межиев, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов и прямой потомок пророка Мухаммада, мир ему и благословения Всевышнего, Ма'мун Ша'бан Халил Ар-Рави. Мероприятие приурочено к 70-летию со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. Открытие такого учреждения является еще одним достижением в деле развития и укрепления ислама в регионе. Это позволит повысить уровень знания Корана среди жителей республики, говорит Саалах Хаджи Межиев. Коранический центр. Возголождала Коран берка дайма на латвель вандях. Возголождала бокула шиитамца ака Коран охлунш голш os Корану бохур даш голш нах ой махка алсам голш Коран нур. Сделав дуа, гости разрезали красную ленту. После для них провели экскурсию здания изнутри. Учреждение рассчитано на 100 посадочных мест. Обучение будет проходить в 3 смены. Первый этаж для мужчин, а на втором будут классы для женщин. В центре также будут проходить курсы повышения квалификации преподавателей. После окончания медресе выпускники получат свидетельство от самого учреждения, а также Духовного управления мусульман Чеченской Республики. ويبقى دال خاصة ببيش ويدال شكر دديش أتصل بركتي بابو خير خاصة بو الله دال قرآن نور ويمحكا درجوش ويدعبان خيل بشبال ويدال يرغرنا ويدك علمنا ويبقينش سار ستيسين شو سودوتي الله دال سير دعاء الجوق ديال دقيني بركتش دختان قرآن يقتحا وين دال قشتوش قرآن بوسوبستك داخر نعبوهرا
Всего в центре будут обучать 5 преподавателей. Один из них наш коллега, корреспондент тематической редакции ТРК «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Ахмед Аюбов. Алхамдулилля, для нас это огромная радость, это благо не только для нашей республики, но для всей уммы нашей. Здесь я, иншаллах, по милости Аллаха, буду обучать людей с нуля, то есть алиф, ба, та, та. Начнется обучение у нас, и курс продлится 9 месяцев. Прием студентов начался. Первые занятия пройдут уже в сентябре. Абдулла Батаев, Арби Чакаев, Хаджи Мудаев, Ислам Али Султанов. Неделя. О новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». Парки Великобритании таят в себе угрозу для мусульман. На территории одного из них произошло нападение на девушку в хиджабе. Преступником оказался 22-летний Луис Уиллен. Он стал выкрикивать оскорбления в адрес мусульманки, а затем натравил на потерпевшую свою собаку. На данный момент Луис приговорен к 18 месяцам общественных работ и выплате потерпевшей компенсации в размере 100 фунтов. Еще одно дело придется рассмотреть юристам из Совета по американо-исламским отношениям. На этот раз власти Манасас в штате Виргиния потребовали от мечети убрать керамические плиты с арабской росписью и каллиграфией аятов из Корана, подаренные Ираном для храма. Дорогостоящий подарок стал неугоден властям, которые ссылаются на его иранское происхождение, требуя их вернуть назад. Имам мечети Абуль-Фази Нахидяна решил отстаивать права в суде. 6-летняя мусульманка, ученица католической школы Великобритании, подверглась исламофобии со стороны сверстников и руководства учебного заведения. После каникул, которые девочка провела на малой родине в Судане, она пришла в школу в хиджабе. Администрация заведения, ссылаясь на светское образование, попросила снять головной убор. После отказа директор школы обратилась в спецслужбы по контртеррористическим операциям. В связи с частыми нападениями на мусульманок в мечетях Канады вели женские курсы самообороны. Их будут обучать боевым приемам, в частности, защите от срывания хиджаба с головы, а также помогут развить лидерские качества и перестать бояться. За принятие ислама можно лишиться работы. Подобный случай произошел в американском штате Юта. Жителя города Сидар-Сити Алана Гудсона сняли с должности за смену религии. Поначалу начальство просто смеялось над мужчиной, а затем подписало приказ об увольнении. Алан подал иск в суд на работодателя за дискриминацию по религиозному признаку. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. В станице Ильиновской открыли новую мечеть. Ее построили на месте старой, которая сильно обветшала и не могла вместить всех желающих. В новой святыне одновременно смогут молиться более 500 человек. Все расходы взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Наш корреспондент расскажет подробнее. Еженедельное открытие мечети в Чеченской Республике стало уже традицией. 1296-я святыня распахнула свои двери в станице Ильиновская. Она построена в войнавском стиле и будет вмещать около 500 человек. Такой подарок местным жителям сделал региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. На церемонии открытия присутствуют почетные гости, в числе которых муфтий Салах Хаджи Межиев. Приветственным словом выступил глава администрации Гроздинского муниципального района Рустам Абазов. Инфраструктура эрдуксонадон за мелла тишва халдар кузадон дала дел иет маца пачвадон кузнеқшда кита кусади кита хин йочлашдон школёдон администрация ета ака хармажиг дон дитаган ата жим дона моссанха дона татер дабулен белш будона цандина цанюрта долум кош садалла أقطعنا هرماجدك خلر بق ديل قهية تنبو هو يرتع بولشنا دون ستسنا در اشترماجدك دون وصلوا دالا ديكنز بيقا موي باتشان بويل. В своем выступлении Салах Хаджи Межиев поздравил жителей с таким знаменательным событием. هو يرتع بولش بولناخ مسكناخ بو أقا يماجدك دا ترو يولشناخ باتر أق ماجدك أق يرتع أقا روزبان ماجدك أنا ماجدك در قزع دلا قطو يرى أقا إشتا ويباتشا رمزان عجيقا أغيورتا بوشنا قيقان بن تقونا ماجدك دهار الله تعاشي كو يوتوش شاما سنع جواب دولار ترى جواب دولار هيتوان حقوش يولشولار إسبح ديل خصوم يأين دعوتينا بيركتيش بلغي ويد عخيتنا يرشاد عدو اللوش بوصوبنا يرشاد يتساس هجري الحدولش تولشو يرد عدو اللوش ماجدك حدولش دخوي. После осмотра мечети наступило время намаза. Пятничную проповедь прочитал Салах Хаджи Межиев.
Далее собравшиеся прочитали мавлид, восхваляя пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Открытию новой мечети рада не только взрослые, но и молодое поколение. أردولش دام قلعت تردو يورت يق ملخ القي ماجيك شتي دير دوين دام قلع هنا خاملج أو دخ صوت خلاونا شيء تخيل أجيمش ماجيك شو ترلوش دوتش بطو دولش أقاد خي خل أشوا حقي آمنة ديلا شو تردل المؤنية تعجيم دخ ماجيك خير داسرتي ألا أصون ستستر خبق دقديش أما تخونا تهان بتش وديتين دوشتو ماجيك مل دخ دونا شيء أو ستيسنا دوش خيل دوشتلو دخ مسوهما بيس سلحان بستقاتشوتسا مسهم حاين وعاين نتخونا دخ صوت نقيس. Согласно учениям пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, возведение мечети является делом благородным, ведь в своем хадисе он сказал, кто построит мечеть ради Аллаха, тому Всевышний построит дом в раю. Магомед Джамалуллейла, Абдулла Батаев, Моусар Даудов и Ислам Али Султанов. Неделя. Тысячи семей Чеченской Республики, в которых есть дети школьного возраста, получили президентские выплаты. По поручению Владимира Путина правительство выделило по 10 тысяч рублей на каждого ребенка для подготовки к новому учебному году. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Вопрос, который тщательно изучила моя коллега Хайда Саламова. И об этом ее специальный репортаж. Ежегодно во второй половине августа для миллионов семей наступает время сборов детей в школу. Каждому ребенку нужен портфель, канцтовары, книги, форма и обувь. Многое из этого в нескольких экземплярах. Сумма получается довольно внушительная, а вот сколько именно, мы выяснили, отправившись по следам родителей и школьников в магазины и на центральный рынок. Итоговый ценник соберем прямо сейчас. Вычитать и умножать, малышей не обижать, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Учиться всему этому им еще предстоит, а вот родителям вычитать и умножать, да еще никого из малышей не обидеть, приходится уже сейчас. В каждой семье, где есть школьники, перед каждым новым учебным годом стоит непростая задача – собрать ребенка в школу. В этот раз на помощь пришло государство. Заветное сообщение о зачислении президентской выплаты большинству родителей пришло уже в первых числах августа. 10 тысяч на ребенка. Итак, начнем. Это для двоих мальчиков, да? Да, это для двоих. Милане Сулеймановой предстоит собрать сразу 2 школьников. Часть вещей она уже купила, осталось добрать канцелярские товары. Тетради, альбомы, ручки, дневники, фломастеры и еще много-много всего. Список довольно внушительный. А вот еще цветные карандаши нам нужны. Средний чек готовых наборов первоклассников в первой половине июля вырос на 6% и составил 690 рублей. Речь идет лишь о канцтоварах, и то в минимальном количестве. Милана закупается впрок. На одного ребенка ценник вышел в 1500. Плюс-минус, впрочем, как и всегда. Наверное, 3 наверное, мне обошлось все вместе. 3000 все вместе, да. бахая? Но в этом году уже абсолютно все не беру, потому что еще есть остатки, поэтому так, тетради обновляем, дневники и альбомы. Отдельная история с покупкой школьного рюкзака. Нужно и ребенку угодить, и позаботиться о качестве. Иначе повторная покупка в середине учебного года будет неизбежна. В конечном счете итоговый ценник школьного набора будет зависеть от возможностей и предпочтений родителей. К примеру, вот такой рюкзак стоит 1200 рублей, а этот в 2 раза дороже. То же самое со школьной и спортивной формой. Одежда школьника – особая графа расходов семейного бюджета. Вот где приходится серьезно раскошелиться. Правило цена-качество здесь работает в полную силу. Дороже всего обойдутся кроссовки и туфли. Их стоимость превышает 2000 рублей. Дешевле – юбки и брюки. Их цена в районе 1000.
школьная форма в среднем родителю обходится где-то в пределах 3000. Вот смотрите, вот это Москва, да, вот, от 500 и выше, а это Турция. Соответственно, как я сказала, от производителя все зависит. Турция, соответственно, дороже. Спортивную форму можно подобрать от 1500 рублей и выше. Легкую спортивную обувь от 500. Кроссовки будут дороже, зато пригодятся не только в спортзале, но и для занятий на стадионе в сырую погоду. Одежду рекомендуют брать на размер больше, поскольку в школьном возрасте дети растут быстро. И самое главное, чтобы ваш школьник чувствовал себя в них комфортно. От этого будет зависеть даже его успеваемость. В сравнении с прошлым годом минимальный набор товаров для школы подорожал на 13%. По мнению экономистов, указанные суммы еще не предел. Ближе к сентябрю школьные принадлежности подорожают еще как минимум на 20%. Именно поэтому большинство родителей стараются закупаться заранее. Что касается меры господдержки, которую в народе называют путинской выплатой, то она точно послужит хорошим материальным подспорьем. Минимальную школьную корзину для вас собирала я, Хайда Саламова. Малоимущим семьям и нуждающимся жителям Аргуна вручили ключи от новых квартир. Поздравить жильцов с новосельем приехали почетные гости. Масштабная благотворительная акция была приурочена к 70-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова и организована региональным общественным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова. Сюжет Изабеллы Хамурадовой. 40 квартир для малоимущих и остро нуждающихся. Жилой комплекс для жителей Аргуна построил фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. На торжественное открытие собрались гости и местные жители. С приветственным словом выступил мэр города Ильяс Масаев. عشبوجان عينجانا تبعكن عيشنا هامو خولي عيرا مثلا جينير ويدخل للباتش عمد عجدا غزوة أوبو دولجنا يبا هندولش تبولي نيا يبا هندولش تغن نيا حبوح شوال ويباتش رمزان عج ذلك كانت بيقن بويتنا الأرجونا شوز يوغينا دعوتينيو يوغين زعاشة قزاحة ستسألني سويريح مصو سويريح объект чешни, что газ свет хи мосто направления. Та вот эсёча спортсменшин культуры швашт мосто направления. Внимание на вот обвалбина. Магомед Даудов поздравил владельцев новых квартир с новосельем от имени главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова и поблагодарил президента регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевну за оказанную помощь. قام تورنيا شي قام دان تبيوش بولنيا بوزيتن اسني دي اول عداخ دال دي دغر دال دي اول دغل دي اول هردشو دنيا دي عداخر دي عن دي اول هردشو قال ويبا عنده شي داخل عدد ور احمد اش دال ازوت قبطوي ويباتش عند دريس خليل اولش صندوق شي اوم كل اولي دي عن ايش نوي نوخشي قام وغيل قام شي توم كلا لا سديل شو الله تدري صديق ومحنا أمان ونادعون قال سعد والسعد ميل ديشدك والله وبالله وتالله آدم عجوق قاع يق يخيل تسيق ديون سول دقهم دات ديون اسقاد شل دقهم دات ديون وين أحمد حاجي يجري أحمد حاجي دوز يجري وين دعاديشن يسود عبيشين أصدعي يعني سين هديو غردرتي سيقومن هديو غردرتي أسألش تخشوا على وين دير تسخيت دول وين دير بيزيد سخيت دول هما أحمد حاجي دوزل بعني وين خل وش حدوش دا دي عي بيت كيبل دا غوص قال يول شو غوص مش دا بيت كيبل شو مش دا غوصم بو دوقم دو غوصم ديون يزا يز غوصم شوغا لا ديون شي غوص معتك وقو مق مالو مثلا خوش دوقن دا دي عي بيت كيبل. Генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов прочитал дуа, а затем гости разрезали красную ленту.
В доме 30 двухкомнатных и 10 однокомнатных квартир, средняя площадь которых составляет 47 квадратных метров. Общая площадь всего дома 2374 квадратных метров. Рядом расположены детские сады, больница, дворец культуры и рынок. мероприятие по организации махка духарят это عدغن شراحة تبع 4 دوزلش شكل حسمش جبريتنا إنس بوشر وين مجرى تغنا شوزتوا دوزل شيء حسمش تعتر بيشبو إذا دوزل سمع داخل يا دوق هنا وصل دوق بيركت دو ترجر وين هذا لك أقوين مخا أرى مسوا ورا مشكنة دوق حاش ساغنش دوق حسمش لوش مسوا ورا باكش بوغي باتش أما أنا حاجة هذه كانت بيقام بوتها حق كارتير لا أني أني سوسيال خن حقيقي جو خزاخي كسوناريل إشتا زادا ترسشين بيرتا يلشرسا داسا يوقع كارتير زير طبعا إشتا حياة وقتها. В числе тех, кто получил новое жилье, Захра Джабраилова. Ей 54 года. Большую часть своей жизни женщина вместе с семьей скиталась по съемным квартирам. Теперь это в прошлом. Асме Муртазовой из-за трудных жизненных обстоятельств долгое время приходилось жить у брата. С этого дня вопрос с жильем больше не будет их беспокоить. Мероприятие приурочили к 70-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Изабелла Хамурадова, Азан Идрисов и Аюб Шахидов. Неделя. В центре Грозного состоялось торжественное открытие второго корпуса нефтяного технического университета. Он состоит из 7-этажного учебного блока, в котором помимо общежития и актового зала будет расположен музей и главный архив вуза. Абдулла Батаев расскажет подробнее. 2 института Грозненского нефтяного университета переедут в новый корпус. Здание построили за 2 года. На открытии собрались почетные гости, сотрудники вуза, а также студенты. С приветственным словом выступил ректор университета Магомед Минцаев. Сегодня наш университет имеет все шансы стать прочной опорой для реальной секторовой экономики региона, правильно использовать те ресурсы и условия, которые нам обеспечил наш лидер, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Практически все успешные проекты нашего университета, включая строительство этого корпуса, который мы сегодня торжественно открываем, стали возможны благодаря его поддержке. Корпус уже готов к приему абитуриентов. Председатель правительства региона в своей речи отметил роль Ахмата Хаджи Кадырова в становлении республики. Благодаря ему подобные открытия сегодня стали возможными, говорит Муслим Хучиев. Это очередная победа на пути великого Ахмата Хаджи Кадырова до власти. Это не первая и даже не последняя победа. Символично, что данное мероприятие приурочено к 70-летию со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. Хочу поблагодарить прежде всего главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова за всестороннюю помощь в реализации данного проекта. Без его поддержки, без его авторитета эти вопросы в таком порядке, в таком качестве и по таким срокам мы не могли бы реализовать. И хочу также отметить, что под руководством Ахматовича Кадырова вся сфера высшего образования вышла уже на качественный новый уровень. В ходе мероприятия Магомеда Минцаева и Хасана Таймасханова наградили почетными грамотами президента страны. Почетными грамотами главы региона наградили сотрудников, внесших вклад в развитие вуза. Постижение новых знаний высоко ценится и в нашей религии. Об этом говорит советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов.
ويقيمرنا صلى الله عليه وسلم تالك القرآن جبران ملك خلود أي قاشر أنجوا يدك دلل تندقع خوش دول شيها ديش أولاد إدو في رسول حقيقمر ولا أتديش سووا لهم أقوي حلاوة Разрезав красную ленту, гости осмотрели здание изнутри. Также в ходе экскурсии чиновникам показали небольшой ролик про университет. Новый корпус состоит из 7-этажного учебного блока, который включает общежитие, актовый зал на 500 мест, музей университета и не только. Когда в 2000 году мы первый раз заговорили, что нужно на историческом месте восстановить корпус, мало кто верил в это. Но благодаря усилиям руководства республики, руководства Министерства образования и науки Российской Федерации нам это удалось. Завершение строительства комплекса позволило вузу увеличить прием студентов, в том числе и из других регионов. Абдулла Батаев, Имран Абазаев, Аслан Исхаев. Неделя. В стенах ЧГТРК «Грозный» прошел шахматный турнир среди сотрудников СМИ, приуроченный к 70-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Его организовало Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Участие приняло 16 человек. Играли по кубковой системе с выбыванием участников. Бисмилля. В стенах ЧГТРК «Грозный» прошел шахматный турнир среди сотрудников СМИ, приуроченный к 70-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Его организовало Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Участие приняло 16 человек. Играли по кубковой системе с выбыванием участников. Победителей и призеров наградил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Слово Изабелле Хамурадовой. Первый ход королевского гамбита сделан. Для белых это один из самых оптимальных дебютов. На партию дано 15 минут. Наш коллега Асхаб Зазалаев на первом этапе выиграл своего соперника. Соперники были сильные, действительно. Здесь сыграл фактор, что вот кто-то не заметил, кто-то действительно сильный стратег. Я получил большое удовольствие от этой игры. Это сильный адреналин, интересные ходы. То есть я бы с радостью сыграл еще раз. Я буду наблюдать за финалистами. Очень надеюсь, что такие мероприятия будут чаще у нас проводить, любого рода, среди СМИ, чтобы было такое дружеское соперничество. Всего 5 этапов. Играют по кубковой системе с выбыванием участников. Всего их 16. Сделав свой ход, шахматист запускает часы соперника. У каждого игрока по 16 фигур. Игра может длиться несколько часов. Могут быть десятки, а то и сотни ходов. Но это совсем не обязательно. В шахматах главный король. Объявить мат королю значит выиграть партию. Хороший игрок может это сделать всего за пару минут. Победителем конкурса стал корреспондент республиканской газеты «Вести Республики» Элихан Давлетбаев. Второе место занял директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов, а третье место выиграл заместитель директора агентства «Грозный информ» Мавсар Вараев. Награды победителям и призерам вручил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Аналитический склад ума улицуна из-за необходимого наперед и школа. Между нашими подведомственными организациями и турнирер совместно Федерация шахматного спорта Руслан Арсен и Руслан Шундерес Далукова Уайлдаха Аша Федерация Хабешу побил швыхатун шахматный спорт развиваться дешью тогда мухат и учхена хайгершун пиксона вастада озбутхо тхайца уровень в этом виде спорта что через никер وكذا معايا كتقول شيء يعني وأنا регионального общественного фонда имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова давался обладательно финансовой поддержки Хальваева предварительной договоренностью Ахмада Республики по шахматному виду спорта. Турнир шешвая кубок имени первого президента того и насколько вышел шахматич турниршку участвовать. Играть я начал, будучи еще школьником. Меня научил отец. Он сам любил играть и играл с нами, со мной, с братьями моими. Так в школе тоже я участвовал в соревнованиях. Там тоже занимал призовое место. Конечно, у меня самые положительные эмоции. В финале я играл с Чингизом Ахмадовым.
могу сказать, что соперник был достойный. Турнир посвящен 70-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики. Его организовало Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Изабелла Хамурадова, Азан Идрисов и Ислам Али Султанов. Неделя. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Ади Кюэлшу, Марш Ойл.